Добрый день! Одесская сельская библиотека представляет вашему вниманию видеопортрет «Великий сын Сары Арки», посвященный 110-летию казахского поэта-публициста Касыма Аманжолова. Детство поэта прошло в нищете, его аул был самым бедным в округе. Старшие братья часто уезжали на заработки в Семипалатинск. Глава семьи тяжело болел. Он скончался от туберкулеза, когда Касыму было около 7 лет. Его овдовевшая мать Айганша была молодой и красивой женщиной. Через несколько лет она стала женой Бая. Места для детей Айганши в ее новой семье не нашлось. Впоследствии девочка умерла от голода, а Касым ушел из родного аула. С малых лет Касым отличался феноменальной памятью и ясным умом. Еще живя в Кенте, он каждый день прибегал к тому дому, где мулла учил местных детей. Начать регулярное обучение Касым смог только в 14 лет в Семипалатинске, где была организована школа подростков. Учился в Семипалатинском веттехникуме, Уральском пединституте, Ленинградском институте лесного хозяйства. У отца моего даже аттестата зрелости не было, рассказывала Дарига Аманжолова. Все, чего он достиг, было исключительно благодаря самообразованию и личным способностям. Благодаря им он учился в университете марксизма-ленинизма при Союзе писателей. Вот это и есть его единственный официальный диплом. С началом Великой Отечественной войны поэт ушел добровольцем в армию, служил на Дальнем Востоке, где устроился писать в армейскую газету. Первые стихи опубликованы в 1931 году. В начале творческого пути Аманжолов придерживался канонов традиционной поэзии Жирау сказания и Талгау размышления. Аманжолов поэт-новатор, один из основоположников военной лирики в казахской поэзии, пополнивший ее свежими композиционными формами. Аманжолов ввел в казахский стих десятислоговую строку, много труда вложил в развитие драматургии, критики и художественного перевода. Известен как песенный автор и композитор. Его песни «Дарига» и «Страна родная» широко распространены в народе. Свои первые стихи о любви и о молодости Касым Аманжолов написал в Уральске в 1938 году под названием «Умыр сыры». «Тайная жизнь» стихотворение Дарига Сол-Кыс он посвятил девушке, которую встретил перед началом Великой Отечественной войны. В этом произведении описываются все ужасы войны и воспоминания о той девушке по имени Дарига, и как бы образ этой девушки вдохновлял побеждать врага. Старшую дочку жены Саканжамал звали Жанна, а общую дочь назвали именем Дарига. В старости мать Касыма сама разыскала его, когда он стал уже известным писателем. Оставшись у сына, старушка его пережила. Как и его отец, Касым страдал от туберкулеза легких. Болезнь обострилась в Москве, когда Аманжолов вместе с коллегами ездил на декаду казахской литературы. В январе 1955 года на руках у матери поэт скончался. Благодаря выразительным стихам имя поэта оставалось в сердце народа. Стихи поэта переводили с казахского на русский язык Дмитрий Снегин, Борис Слуцкий, Илья Сильвинский и другие.